Здравствуйте, мы снова в тренде и расскажем вам о последних событиях политики, экономики и общественной жизни. Азимбек Бекназаров высказался о политическом тандеме Джапаров президент, Ташиев премьер-министр. По его словам, депутаты должны утвердить правительство, созданное этим тандемом, полностью возложить на них политическую ответственность. У одного Садыра Джапарова на это сил не хватит. Занятие Ташиевым премьерского кресла отвечает всем критериям в таких вопросах, как север-юг, идейно-партийное единство и дружба, считает Бекназаров. Садыр Джапаров обратился к своим критикам: «Потерпите еще полгода, и мы искореним коррупцию». Избранный президент ответил на критику о том, что он якобы не борется с коррупцией, назвав подобную критику несправедливой. «Реформы еще не начались, они начнутся 28 января, в день моего официального вступления в должность. Будет сформировано новое правительство, будет новая структура», написал он в Телеграме. Джапаров отметил, что страна ждала реформ 30 лет, теперь же нужно потерпеть всего полгода, чтобы увидеть преобразование. Грядущие выборы в парламент, возврат партии Беримдик, партия власти и одномандатники. Так называется материал Виктории Гунгер. После внедрения смешанной системы выборов в стране по партийным спискам и по одномандатным округам партиям на предстоящих выборах в Джугурку-Кенеш будет тяжело завоевывать электорат, считает политолог Игорь Шестаков. По его словам, политобъединения за эти годы показали, что они не готовы нести ответственность. Главная задача предстоящих парламентских выборов – привести граждан на избирательные участки. В обществе скопилось разочарование, что выборы не являются инструментом улучшения их жизни. Кыргызстан повысил позиции в мировом рейтинге военной мощи. В рейтинге военной силы на 2021 год Кыргызстан поднялся на 5 пунктов и достиг 93-го места среди 139 стран мира. Об этом сказано в итоговом обзоре Global Firepower. Используется более 50 индивидуальных факторов для определения индекса военной силы, от военной мощи и финансов до логистических возможностей и географии. Узбекистан занял 51-ю строчку рейтинга. Казахстан на 62-м месте, возглавляет рейтинг 3 мировых державы – США, Россия и Китай. В Кыргызстане планируют наладить производство вакцины «Спутник-5». Об этом сообщил глава Госкомитета промышленности Джергалбек Сагынбаев. В ходе Высшего совета ЕАЭС Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять вакцину во все страны Евразийского союза. Производство препарата начато в Казахстане и в Беларуси. Третьей страной может стать Кыргызстан. Я задал этот вопрос министру промышленности и торговли России Денису Мантурову и получил положительный ответ, сказал Джергалбек Сагынбаев. Родственники умерших от COVID-19 требуют наказать виновных. Они вышли на митинг к зданию Минздрава с требованием привлечь к ответственности виновных. Участники акции считают, что чиновники намеренно затягивали принятие 3-го и 4-го протокола лечения коронавируса. Это привело к тому, что в республику не успели вовремя завести препараты. Кроме того, родственники отмечают, что во время всплеска заболеваемости некоторые руководители больниц разворовывали гуманитарную помощь и искали личную выгоду. Между тем, в Бишкеке у здания мэрии прошел еще один митинг. Жители столицы не согласны с повышением тарифа на проезд в общественном транспорте. Граждане выступают против маршруток и просят городские власти работать не в интересах частных фирм-перевозчиков, а защищать интересы горожан. После забастовки водителей маршруток, исполняющий обязанности мэра Балбак Тюлебаев провел переговоры с представителями частных транспортных компаний. Цена популизма плюс 5 сомов. У властей столицы нет другого выхода. Весной текущего года Бишкек, вероятнее всего, ждет ощутимое повышение оплаты за проезд маршрутных такси. Причиной этого стал многолетний популизм чиновников, расплачиваться за который придется простым горожанам. Ничего не делали курирующие вице-мэры и мэры, а также депутаты городского Кенеша. Тариф можно было повышать по 1 сому раз в год или 2. Это было бы неощутимо для пассажиров. Но теперь же повышение произойдет сразу на 5 сомов. Градоначальник Балбак Тюлебаев продвигает кыргызское производство. «Поддержим кыргызское производство» с таким призывом обратился ко всем исполняющим обязанности мэра Бишкека. В руках он держал носочки «Made in Кыргызстан» с надписью «Чтоб не сглазить» и с кыргызским орнаментом. Его идеи уже подхватили кыргызстанцы. «Скоро нашего градоначальника увидим на всех билбордах страны», пишут умы люди.
Ранее фото Тюлебаева с надписью «Сиди дома», другое фото, жест, который он сделал, комментируя идею о строительстве монорельса, также разошлись в соцсетях мгновенно. Эти и другие новости на нашем сайте wyby.kg и в социальных сетях. С вами я, Сиягуль Караман. Будьте с нами, будьте в тренде.